Ушел из жизни защитник Восточного Туркестана и ярый сторонник туранизма Озан Ариф. Сообщение о его смерти потрясло турецкое общество. Также стало известно о смерти 89-летнего писателя, великого мыслителя Мустафы Неджати Осфатура, часто упоминавшего Восточный Туркестан в своих произведениях. Мустафа Осфатур своими точными анализами задавал курс внешней политики Турции. Китайский консул в Анкаре выступил по поводу концентрационных лагерей. Дэнкли заявил, что в лагерях Восточного Туркестана нет никаких пыток и что они представляют собой центры профессиональной подготовки. Он обратился к властям Турции со следующими словами: «Китай придерживается своих методов и считает их правильными. Если вы располагаете более эффективными методами, то мы готовы перенять их». В свою очередь, руководитель группы Народной националистической партии Эркан Акчай поддержал пресс-секретаря МИД Хами Аксоя, сделавшего заявление по уйгурскому вопросу. Жители Гонконга поддержали Восточный Туркестан с лозунгами «Нет этнической чистки» и «Остановите геноцид». Также в Турецком университете Каппадокия прошла конференция на тему «Трагедия уйгуров». Американская палата представителей приняла законопроект о прекращении военной поддержки Саудовской Аравии в Йемене. На голосовании, в котором приняли участие большинство демократов, 248 представителей поддержали законопроект, а 177 проголосовали против. Президенты Турции, России и Ирана встретились сегодня на саммите в Сочи. Повесткой дня стали сирийский вопрос, обстановка в Идлибе, вывод американских войск и создание Конституционного совета.